Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Со дня рождения известного абхазского поэта Таифа Аджиба прошло 85 лет. Репортаж со встречи пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Премьер-министр Александр Ангва принял группу учителей сухумских школ и депутата парламента Наура Нормания. Александру Ангва передали обращение педагогической общественности Абхазии, в котором выражается несогласие с решением Министерства просвещения о проведении письменного экзамена по алгебре и геометрии в 9 и 11 классах. Специалисты считают нововведение несвоевременным, поскольку правила меняются всего за 3 месяца до предстоящих школьных экзаменов. Они не обсуждались с привлечением методистов и самих преподавателей. Подводя итоги встречи, премьер-министр Александр Ангваб заявил, что правительство изучит сложившуюся ситуацию, даст ответ на обращение в, возможно, короткие сроки. 11 марта известному абхазскому поэту Таифу Аджиба исполнилось бы 85 лет. Во время Отечественной войны народа Абхазии грузинские гвардейцы вывезли его из дома в Сухуми, после чего о судьбе поэта ничего не известно. Таиф Аджиба – автор более 10 лирических сборников. В 1989 году к 50-летию автора вышел в свет сборник стихотворений и поэм «Благословение». За этот сборник в 1998 году Таиф Аджиба удостоился высшей награды государственной премии имени Дмитрия Гулия. Поэт также занимался переводческой деятельностью на абхазский язык. Он перевел произведения многих классиков мировой литературы: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Александра Блока и других русских поэтов. По неподтвержденным данным, Таиф Аджиба был расстрелян грузинскими гвардейцами после долгих пыток. Место его захоронения до сих пор неизвестно. Посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али встретился с министром промышленности Сирийской Арабской Республики Абдуль-Кадиром Джаухадаром. Они обсудили механизмы сотрудничества в промышленной сфере и создание технической группы между Минпромышленности Сирии и посольством Абхазии для изучения возможностей сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Мухаммад Али также встретился с патриархом Мелкитской греко-католической церкви Антиохии и всего Востока Юсефом Аль-Абси. Обсуждалось культурное сотрудничество Абхазии и Сирии с акцентом на паломничество и исторические святыни. Стороны подчеркнули, что Сирии необходимо сотрудничать со всеми дружественными странами для снятия экономической блокады, возникшей из-за санкций стран Запада. Задержан житель Сухума, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Подробности в оперативной съемке МВД. В отношении жителя города Сухум Смаилова Ибрагима Платоновича, 1984 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. Последний незаконно приобрел наркотическое средство мефедрон в крупном размере, хранил при себе в виде раствора в медицинском шприце. До момента его изъятия сотрудниками управления исполнения наказания Министерства внутренних дел совместно с уголовным розыском Гулрыбского РОВД и сотрудниками Дранского отделения милиции. На момент задержания гражданин Смаилов и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения. Оперативные мероприятия были проведены в поселке Дранда. Расследует уголовное дело следственная группа отдела внутренних дел по Гулрыбскому району. В
В селе Хуапе вечером 10 марта сгорел жилой дом. Частный одноэтажный дом старой постройки выгорел полностью. По словам пожарных, максимально быстрому распространению огня способствовала ветхость строения и то, что он полностью состоял из деревянных элементов. В результате пожара никто не пострадал. В тот же день на одном из приусадебных участков по улице Братьев Зонтария в Сухуми при Расчетке была обнаружена противотанковая граната времен Отечественной войны народа Абхазии. Сотрудники отдела пиротехники вывезли взрывоопасный предмет и обезвредили его. В рамках культурного форума «Арт Курултай» генеральный директор Абхазского драмтеатра Алхас Чулокуа и директор Башкирского академического театра драмы Файзулин Иршат подписали соглашение о сотрудничестве. «Арт Курултай» является одним из крупных культурных форумов, ежегодно проводимых в России. С каждым годом его география расширяется. В этом году помимо регионов России в работе форума приняли участие представители Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Китая. В минувшие выходные в Сочи завершил работу Всемирный фестиваль молодежи, который проходил на федеральной территории Сириус с конца февраля до 7 марта. В глобальном мероприятии приняли участие 20 тысяч участников из более чем 100 стран мира, в том числе из Абхазии. В рамках Всемирного фестиваля молодежи участники получили возможность пообщаться со многими известными спикерами, представителями правительства России, больших корпораций и многими другими. В завершающий день фестиваля с молодыми людьми пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На семинаре политика была и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чичава. Встреча участников фестиваля с Дмитрием Песковым прошла в дружеском, теплом ключе. Семинар состоялся в рамках марафона «Знания первые» и во многом логически и эмоционально подытожил все предшествовавшие встречи делегатов с видными известными российскими государственными деятелями. Дмитрий Песков рассказывал собравшимся о любви к родине и людям, ее населяющим, о важности равноправия для всех, вне зависимости от нации, религии или гражданства, а также о ценности установления связи между людьми и многом другом. Коли вы все здесь, то значит вы люди, которые готовы слушать других. И других сверстников, и других людей из других стран, людей из других религий, из других обществ, из других традиций, других национальностей. Значит, вы ищете взаимной выгоды из этого общения, взаимного обогащения духовного, материального. Значит, вы готовы уважать друг друга. Вы готовы любить друг друга такими, как вы есть. Именно такими мы видим отношения между людьми. Это идеал отношений между людьми. И если совсем все упростить, то такими же мы видим и отношения между государствами. Конечно, не обошел пресс-секретарь президента России и тему политики. Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда будет открыта странам, разделяющим идеалы равноправия. Всемирный фестиваль молодежи, по словам Дмитрия Пескова, доказал, что Россия не закрывается от мира и готова к диалогу со всеми. Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Мы любим людей всех стран мира. У нас могут быть проблемы с какими-то режимами, у нас могут быть проблемы с политиками из каких-то стран мира, с теми решениями, которые они принимают. Мы с этим справимся. Но мы открыты для отношений народ с народом, люди с людьми. Мы будем их развивать. Выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта. Граждане России смогут проголосовать за выбранного кандидата на территории нашей республики. Дмитрий Песков подчеркнул, что любые попытки иностранного вмешательства в жизнь и политику России будут пресекаться. Мы никогда не диктуем никому, как жить, но мы не хотим, чтобы вы нам диктовали. И поэтому, конечно же, мы будем пресекать любые попытки, если кто-то будет вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что сейчас уже во многих странах
проводятся совещания, где обсуждают, как информационно будут подвергать сомнению результаты наших выборов, которые состоятся через неделю и на которые вы все пойдете, я имею в виду российских граждан. Но мы будем не готовы прислушиваться к их выводам и к их оценкам. Для нас главное наши оценки. И для нас главного, для каждого из нас, наш голос. Иностранные участники фестиваля получили возможность задать именитому спикеру ряд вопросов, в том числе о самом фестивале и делегатах. На глобальном мероприятии собралось множество молодых, активных людей. Среди них как студенты, так и начинающие политики, бизнесмены и ученые. Поэтому, когда Дмитрия Пескова спросили, является ли фестиваль важным событием, пресс-секретарь президента России с уверенностью ответил, что это мероприятие в политической повестке самое главное. Это феноменальный фестиваль. И это прекрасно, что он проходит у нас в стране, в нашей южной столице. Мы очень рады видеть здесь всех, и моих соотечественников, и рады видеть наших гостей, которые, я надеюсь, не чувствуют себя здесь гостями, а чувствуют себя дома. Мы будем дальше жить в открытой стране, мы будем дружить с нашими партнерами, мы будем развивать наши отношения во всех возможных областях с подавляющим большинством стран этого мира. По завершении семинара состоялся пресс-подход Дмитрия Пескова, в ходе которого он также ответил на вопросы представителей СМИ. Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. 13 человек из Абхазии принимают участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи. Они отправились в города России, чтобы более подробно познакомиться с ее культурным достоянием, историческим наследием, природой, экономическим потенциалом и национальным многообразием народов. Всего в 30 городов России отправились 2000 участников. В программу входит 5 тематических маршрутов: «Жить и работать в России», «Дорога памяти», «Страна без границ», «Мы вернулись в Россию» и международная выставка «Форум Россия». 11 марта начался священный месяц Рамадан, сообщает пресс-служба Единого духовного управления мусульман. На протяжении Рамадана мусульмане обязаны соблюдать пост светлое время суток. Следующий день после окончания священного месяца для мусульман считается праздничным – Ауручрануха Ураза Байрам, когда каждый состоятельный мусульманин жертвует продукты питания в пользу неимущего, после чего в мечети совершается коллективная праздничная молитва. А православная церковь 11 марта вступила в сырную седмицу или масленицу, последнюю неделю перед Великим постом. А в это время из пищи уже исключаются мясные продукты, но еще разрешается употреблять сыр, яйца, молоко. Духовный смысл масленичной недели в том, что верующие подготавливаются к Великому посту, который в этом году начнется 18 марта и продлится до 5 мая, Дня Светлой Пасхи. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 12 марта, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 11,16. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.